Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. В стране в силу вступили поправки, согласно которым регионам спишут долги по кредитам. Каковы условия таких послаблений? В честь Дня народного единства медиков, находящихся на передовой в борьбе с коронавирусом, отметили государственными наградами. А воспитанники детского сада «Белочка» в Ленске вернулись в свои обновленные после капремонта группы. Что изменилось в здании? Поправки, благодаря которым регионам, направляющим средства на инвестпроекты, спишут долги, вступили в силу. Правительство простит недовыплаченные средства по бюджетным кредитам тем субъектам, которые будут направлять высвобождаемые средства на развитие инфраструктуры. В частности, создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной систем, необходимых для реализации нового инвестиционного проекта. Как следует из документа, эти проекты должны быть реализованы в сельском хозяйстве, туризме, обрабатывающем производстве, добыче полезных ископаемых, кроме нефти и газа, жилищном и дорожном строительстве, а также логистике. Минэкономразвития предложила проводить проверки бизнеса в 2021 году онлайн. Проверки в дистанционном формате – одна из мер, которые были предприняты в начале апреля 2020 в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По общему правилу, все осмотры должны были проводиться дистанционно посредством аудио и видео. Исключения допускались только по согласованию с прокуратурой, по поручению президента или правительства. В целом, контролерам удалось проводить проверки и с учетом таких ограничений, заявили в ведомстве. Также отмечается, что в отличие от других антиковидных мер, данный проект постановления не обязывает надзорные органы проводить проверки дистанционно, а лишь дает надзорным органам такую возможность. Улучшение эпидситуации на местах потребовал глава Якутии от глав муниципалитетов. Айсен Николаев провел очередное совещание по борьбе с коронавирусной инфекцией в режиме видеоконференц-связи. С 31 октября ежедневно по региону подтверждается более 190 новых случаев и более 100 по городу Якутску. За неделю уровень заболеваемости вырос на 6,7%, не уменьшается число тяжелых случаев болезни. По последним данным, 107 пациентов находятся в реанимационных отделениях, из них 20 человек на аппаратах ИВЛ. Глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу до конца ноября стабилизировать эпидситуацию на местах. По его словам, для этого необходимо неукоснительно соблюдать санитарные требования. Члены правительства начали совершать рабочие выезды в районы Якутии. Рабочие поездки необходимы для оказания методической и организационной поддержки районным оперативным штабам на местах, заявили в пресс-службе главы и правительства. Сейчас зампред Ольга Балабкина завершает рабочую поездку по Вилюйской группе районов. Сегодня начнутся выезды членов регионального Кабмина в Татинский, Ленский, Сунтарский, Среднеколымский, Алайховский, Мегино-Кангаласский и Алекминский районы. В преддверии Дня народного единства медиков, находящихся на передовой в борьбе с коронавирусом, отметили государственными наградами. Всего 21 работник, среди которых врачи, анестезиологи, травматологи, медицинские сестры, инфекционисты и многие другие. Сюжет Ульяны Шагиной. Для одного из лучших врачей-ортопедов в республике Петра Маркова почетное звание «Заслуженный врач республики» – итог его многолетней работы. Порядка 30 лет своей жизни он отдал медицине и лечению людей с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. И искренне считает, что заслуженная награда – совместный итог работы всех коллег ортопедического отделения. Я очень благодарен администрации больницы, администрации республики за такое высокое звание, за то, что оценили нашу, не только мою, но работу всего отделения, можно сказать, нашего. Потому что это не только моя заслуга, но и заслуга всего нашего отделения. Таким же знаком отметили врача-терапевта отделения неотложной терапии Варвару Харлампьеву за самоотверженный многолетний труд в родном отделении. Ее стаж 33 года. Именно столько она оказывает экстренную и плановую помощь своим пациентам. Я работаю в нашей больнице уже с 1987 года. Раньше были две терапии, когда я пришла сюда работать. Первая терапия, вторая терапия. Я работала во второй терапии, где акцент больных был пульмонологический, кардиологический и ревматологический. Очень интересно было работать. Уже давно у нас больница стала больницей скорой помощи, центр экстренной помощи. И наше отделение стало отделением неотложной терапии. Тоже поступают больные из республики тяжелые,
с города. Ну а сейчас вот в связи с такой обстановкой коронавирусной у нас в основном больные городские идут, крайне тяжелые. Медицинские работники сегодня получают колоссальные нагрузки. В период распространения коронавируса, зная все риски заразиться опасной инфекцией, ежедневно идут в красную зону. У многих есть семьи, но несмотря на это, на кону жизнь и здоровье больных. Когда у нас началась в республике эта болезнь, коронавирусная инфекция, на моем участке уже были первые дети. И с первых дней поэтому мы в поликлинике работаем с этой коронавирусной инфекцией. Первые дни, конечно, было очень тяжело, а потом уже у нас было очень много наставников, врачей и инфекционист наш, и все они очень нам помогли. Айталина Викторовна получила знак отличия «Гражданская доблесть». Морально сложным оказалось для нее и ее коллег лето этого года, которое они посвятили борьбе с COVID-19 и продолжают это делать до сих пор. Все условия у нас созданы. Сейчас специально у нас сделали на филиале на Семена Данилова специальную красную зону. И все врачи и медсестры сейчас оттуда выходим, там работаем. Никто из этих людей в белых халатах так и не рассказал о том, как трудно сейчас приходится каждому из них. Не признался никто, что устал или что силы уже на исходе. Каждый из награжденных благодарит своих коллег, свое отделение и свою больницу, потому что понимают, что спасение людей – это командная работа. Ульяна Шагина, Иван Яковлев, Григорий Охлопков, Якутск. Прививки от гриппа получило 45% населения Якутии. О завершении вакцинации населения в ходе совещания по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Якутии Маргарита Игнатьева. В целом по республике привито 45% населения из 60% по плану. На днях поступают остатки противогриппозной вакцины, которую нужно максимально использовать, сделав упор на Якутск, где процент привитого населения наиболее низкий, отметила Игнатьева. В региональном министерстве труда объяснили, как будет действовать беззаявительный порядок ежемесячных выплат на первого ребенка. Для их получения гражданам не нужно самостоятельно обращаться в органы государственной власти. Управление социальной защиты по базе данных отслеживает такие семьи и продлевают выплаты автоматически. Ее размер составляет 17 660 рублей. Также из средств республиканского бюджета предоставляются выплаты для семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей. Количество получателей зависит от объема предусмотренных средств. Ну вот нынче в текущем году это составляет 116 семей на сумму 350 миллионов рублей. Размер этой выплаты, он зависит от количества членов семьи, да, но где-то примерно 2-2,5 миллиона рублей. В среднем это я говорю, потому что бывают семьи, у кого 7 детей, бывают семьи, у кого 5 детей. Все это зависит от количества членов семьи. Воспитанники детского сада «Белочка» в городе Ленске на этой неделе отправились в свои обновленные после капремонта группы. Что изменилось в здании, узнала Анна Кожевникова. Счастливый детский смех вместо сверлящей трели-дрели, стука молотка и звона других инструментов, как бальзам на душу сотрудникам детского сада «Белочка» в Ленске. Они открылись после длительного капитального ремонта, сроки которого затянулись из-за несвоевременного выполнения работ подрядной организации, но теперь все позади. Группы заиграли новыми красками, у нас теперь красивый спортивный зал, музыкальный зал. Ну, конечно, еще не пришли у нас игрушки, игровое оборудование. Мы сейчас вот получим игрушки на 540 тысяч заберем. Ну, а остальное где-то в декабре месяце. Наконец-то аукцион выиграли мы по площадкам, по кухонному оборудованию новое дополнительно получаем. Всего на капремонт затрачено 11 миллионов рублей. Это деньги компании «Алроса», выделенные при передаче ведомственного детского сада муниципалитету. Самые крупные работы позади – это установка нового освещения, ремонт спортзала. Там появилось современное покрытие. Преобразился музыкальный зал. Покрытый лаком паркет блестит даже без солнца. Стены в группах окрашены, плитка в санузлах уложена, сантехника заменена. Установлены новые кухонные гарнитуры, как из кукольных домиков. Воспитатели с радостью принимают работу. Это очень долгожданное событие. Мы очень долго ждали. Работали в другом детском саду. Ну, конечно, там хорошие условия, все прекрасно и замечательно. Но наш детский сад – это родной наш детский сад. Конечно, хотелось как домой. Тем более у нас занятия, к школе подготовка, поэтому это очень важно. Именно воспитатели, помощники воспитателей были все время на подхвате во время ремонта. Рады открытию детского сада и дети. Они выражают свои искренние эмоции не только новому интерьеру и игрушкам, а возвращению к родным педагогам. Ты ходил в какой-то другой детский садик?
В солнышко идти не мог. Я хотел то, чтобы онлайн открылся. Я очень рада и очень соскучилась сильно по нему. Прям мне очень было скучно дома. И я очень хотела попасть в него пораньше. Это еще не все. Помимо приобретения игрового оборудования, мебели для кабинетов заведующей и методиста, будет произведена замена покрытия и установлен новый осушитель воздуха в бассейне. А на стенах детского сада воспитанники увидят сюжеты любимых сказок. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. ГОСТ по эвакуации населения при ЧС впервые появился в России. Национальный стандарт вступит в действие 1 июня следующего года. В нем описаны этапы подготовки планов эвакуации, приемы и размещения людей, способов эвакуации в зависимости от характера источника ЧС, которым может быть радиоактивное загрязнение или же химическое заражение местности. Также землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение и так далее. ГОСТ, кроме того, содержит требования при планировании эвакуационных мероприятий. Так, норма выделяемой жилой площади в безопасном районе составляет 2 квадратных метра на человека. На 1000 человек необходимо иметь 7 банных и 10 койко-мест в больнице. В эти выходные в столице страны состоится турнир Гран-при Москвы по вольной и греко-римской борьбе. Это будет первое международное соревнование в России с начала распространения коронавируса. Свое участие уже подтвердили сборные Турции, Аргентины, Киргизии. Будут отдельные представители Узбекистана, Македонии и еще ряда стран. Из якутских спортсменов на турнир попал Аял Лазарев. Он будет выступать за Киргизию. Также впервые проведут схватки в новой категории – пляжная вольная борьба. Посмотреть на поединки можно будет онлайн, в интернете. Эксперты уже отмечают, что подобное международное соревнование нужно по максимуму использовать для подготовки к будущим Олимпийским играм. А это значит, у всех участников будет серьезная мотивация для борьбы. Конкурентная среда достаточно серьезная, и те спортсмены, опять же, которые будут представлены в составе национальной сборной России, буквально каждый из них будет решать свою принципиальную задачу – заявить о себе как о потенциальном претенденте на участие в Олимпийских играх. Соответственно, те же задачи стоят и перед теми спортсменами, зарубежными гостями, которые будут здесь присутствовать. На это пока все, но наши корреспонденты продолжат следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.